Вот это слово я вообще люблю, возможности. Для меня это как чистая энергия. То есть там, где есть возможность работать с материалом, работать с цветом, и получаются какие-то новые интересные возможности, это, конечно, я сразу туда, что называется, с головой бросаюсь. Я вижу свою связь со Вселенной. У меня даже была работа «Яблоко во Вселенную». И меня всегда спрашивают, почему у тебя Вселенная? Или все работы струятся куда-то вверх? Всегда найдутся творцы, создающие мощные потоки энергии, тепла и света. Рождается мир, в котором повседневность расцветает разными красками. В обыденных предметах открывается неповторимый образ, где царит гармония и красота. К таким художникам относится и Гульжанат Кабижанова. Художница работает с войлоком и создает искусство батика. Ее страсть к войлоку безгранична. Войлок для нее не просто материал. Она воспринимает его на уровне собственного генетического сознания и как подлинный код исторической памяти народа. Илинские курганы, и особенно Пазырыкские курганы, показали виртуозность наших далеких предков, и как казахи сохранили мастерство, умение валять, умение чувствовать, умение понимать войлок. И это является главным достоянием нашей современной культуры. Оно перешагнуло вековые традиции и осталось в наследии сегодня. Чувствуется гармония, какой-то высокий какой-то смысл, какая-то тайна, как это вообще все произошло, как эти загогулины превратились в орнамент. Чувствуется вот эта любовь к своему национальному, традиционному, но чувствуется, что подача здесь близко к современному человеку, подается как-то живо. Эти кеметы, сармаки, они особо греют. И в каждой ее работе энергия Земли, энергия природы, энергия этого тепла. И тепло ее работ, оно прям во всем. И вот знаете, и в орнаментике, и в цветовой гамме, и, конечно, в том, что это удивительно органично сочетается. Подается как-то живо более, что ли, не как декоративное какое-то, а вот что-то природное, натуральное. Вот это очень привлекает. И когда общаешься с Гульжанат, всегда чувствуется вот это тепло, которое она несет. Мне понравилось, каким трепетом, с какой любовью она преподносит вот это наше национальное, и что она этим гордится, это любит. И она не просто не выпячивает, а как-то все органично, все так красиво. Вообще свое детство, конечно, я сейчас вспоминаю как сказку, потому что какие-то детали забылись, но осталось в памяти образы. У нас большая семья, у меня 5 сестер, 2 братьев, чудесные родители. У нас как-то было, вот как праздник, я вот сейчас вспоминаю. Мы умели трудиться, потому что у нас родители были большие труженики. Они 7 детей поднять, причем они сами поднимались вдвоем. И вот мы с братьями и сестрами росли как вот, ну, как божьи одуванчики, так вот, как в лесу, как в поле, как в лугу. Помните ее картину, где она сделала юрту
изобразила. И там чувствуется, что через юрту, через вот этот шанграк мы попадаем в космос. И вспоминается детство, когда ты лежишь в юрте, вот если кому-то повезло побывать в юрте и смотреть сквозь шанграк на звездное небо, то там чувствуется, что какая-то связь, что ты в этой Вселенной, не просто на Земле, на планете нашей, а как-то во Вселенной находишься. Все время думаешь, а как у женат постигла войлок? Ну, это семейная традиция. Начиная со времен Геродота, Страбона, все говорили об искусности наших мастеров, наших предков именно в войлоке. Отец у меня, да, действительно, он был технологом, высококлассным специалистом по пушнению шерсти. Она была замечательная, причудливая, и белая, и оранжевая какая-то, и серая, и серебристая. Мы прямо с разбегу прибегали и прыгали на вот эти тюки шерсти. И, конечно, это было замечательно. То есть маме так повезло, вообще считаю, что уникальная женщина. Она делала такие замечательные вещи. Вот сейчас таких женщин называют, наверное, художницами. Раньше она была умелицей. Всегда смотрела на маму, как она красиво выкладывала узоры. А она прямо могла делать вот рисунки вот из головы, понимаете? Это то, что говорил Григорий Николаевич Потанин. Трудолюбие казашки превратило юрту, потому что в юрте все аккумулируется, ее работы, устремленность, затем ее работа, стихия воды, это изобилие, шествие. Все это говорит об исторических этапах, которые были на нашей земле, которые изготовлены из самого теплого, самого нужного и самого трепетного материала, это золотое руно, которое сохранили казахи. И в действительности эта искусность, ее трудолюбие, ее фантазия и мифотворчество, оно проявилось вот на тех работах, которые сегодня радуют глаз. К войлоку я пришла не сразу, потому что я закончила классическое художественное образование, писала портреты, натюрморты. Но в какой-то момент, я даже сейчас не могу точно вспомнить, в какой момент вдруг как проснулась. И вернулась, получается, к своим истокам, потому что я видела в детстве. И вдруг почувствовала такую мощную энергетику шерсти. Почувствовала, что это вот мое. Когда я беру в руки шерсть, я становлюсь белой, пушистой. Казалось бы, что может быть проще? Берется кусок шерсти, мочится и мнется руками до тех пор, пока не превратится в плотный материал. Это мнимая иллюзия. На самом деле не каждый может работать с войлоком. Возможно, нужна особая энергетика, свое личное вложение в творение. Безусловно, еще нужно обладать самыми лучшими человеческими качествами, чтобы потом созданная вещь была наполнена светом и особым теплом. Возможно, даже сиянием. Это волшебство, конечно же. На самом деле работа с войлоком – это очень кропотливый труд. Там надо каждую ниточку, каждую ворсиночку поставить так, расположить, как хочется тебе, как ты собираешься это выразить. Да? И вот это вот, исходит от человека, которому действительно есть чем поделиться, но это он подает в таком простом, как будто бы виде, как будто все вот легко. И вот это привлекает. Вот это сочетание красок, вот эти линии воздушные, это очень чувствуется легкость. И вот эта вот фактура в войлоке, потому что там пространственно все смотрится, не в одном измерении.
Острое чувство материала всегда подвигало Гульжанат Кабижанову к экспериментам. Исключительно одаренный художник, она открыла в любимом народном и древнем материале новые технические возможности. Да, она ценит терпимость войлока к экспериментам и любит шерсть за ее энергетику. Сложившиеся веками богатства, текеметы, сермаки, аппликации художница использует для реализации самых разнообразных замыслов. Сама экспериментировала, и, как мне иногда даже говорят, что вот те работы похожи на прибалтийские. Ну, я там жила, я, конечно, все впитывала. Ну, видимо, как-то каждый художник старается выразиться по-своему. И в последнее время, особенно вот на последней выставке, вы знаете, я отпустила себя, я отпустила все каноны. Я говорила, вот просто подчинись материалу, технологии, она тебя поведет. И, в принципе, как бы, ну, скажем, не очень хорошо и дело чисто, наверное, чтобы каждый художник имел свое лицо, был узнаваем. И это идет откуда-то изнутри, откуда-то и от наших корней. И это понятно любому человеку в то же время, который вроде бы не соприкасался, может быть, с войлоком, но он для себя в первый раз открывает. Но тут все так понятно, преподнесено, и чувствуется, что это все будет развиваться дальше. Войлок, по мнению многих ученых, является древнейшим видом текстиля. Существует легенда, которой около 8000 лет, о том, что во время всемирного потопа Ной собрал животных на своем ковчеге, и овцы, и козы были в одном отсеке, шерсть с них падала, намокала, они топтали эту шерсть своими копытами, и когда потоп закончился, люди увидели первый прообраз войлочного ковра. К сожалению, этот ковер не сохранился, но самый древнейший ковер, дошедший до нас, он датируется V веком до нашей эры и был найден в кургане Пазырык. Вместе с пазырыкским ковром были найдены также подседельники из войлока, на которых изображен был баран, и очень видно были его рога, хорошо, этот орнамент роговидный. Это роговидные отростки кашкармиис, которые являлись символом богатства и процветания семьи. Это солярный круг, который являлся олицетворением солнца, возрождением природы, плодородием. Текеметы – это первые постилочные ковры, которыми устилалась юрта. А также техника аппликации и мозаики – это техника, в которой делались многочисленные сармаки. Красили только натуральными красителями. Любимым цветом у казахов был красный цвет. В казахских орнаментах закодировано очень много глубочайших смыслов, которые дошли до нашего времени с древнейших пазырыкских времен. Вообще я поразилась, что войлок воспринимается везде замечательно. Я думала, как раз в силу своей энергетики, в силу того, что это благородный природный материал, что это ручная работа. Вот всем хочется прикоснуться, потрогать. Войлок вообще вносит уют. А Европа сейчас, честно говоря, сама болеет войлоком. И когда им говорят, что мы последователи, потомки кочевников, которые с войлоком уже несколько тысячелетий его осваивали, то они всегда на ура воспринимают. Им это все нравится, потому что это же совсем другое. Даже тот же орнамент. Они восхищаются нашим орнаментом, который вьется. Ее войлочные панно отличаются особой колористической культурой. Орнамент вплетен в современную историю. Авторская интерпретация традиции, столь характерной для современного искусства, воплощается в творчестве Гульжанат Кабижановой с особой, только ей присущей деликатностью. Ощущается глубокое знание и тонкое восприятие казахского искусства. Создается комплекс знаков элементов, своего индивидуального орнамента.
У нас есть орнамент, я его выкладываю, вот она сама как бы ложится. Вот это я освоила и горжусь этим. И в принципе это вот уникально, это то как раз, чего нет вообще ни в одной стране, ни у одного народа, а потом цвета наши, да, это вот наши красные, зеленые, цвета сочные, цвет солнца. Все воспринимается, конечно, на ура, на позитиве. Она умеет сложные вещи преподнести как-то понятно для любого человека, даже не сведущего, например, в этом деле. А вот это, я думаю, это от ее опыта и мудрости, от того, что она относится всегда с пониманием и с каким-то, с любовью, с теплотой к человеку. Чем удивительно творчество Гульжанат – это любовь к прошлому и почтение настоящего. Вот это так органично сегодня в ней сидит, что работа будет всегда узнаваемая, они будут всегда искать своего хозяина, они будут украшать не один интерьер, и международные интерьеры. Гульжанат Кабижанова – член Союза художников, профессор, преподаватель декоративного искусства Казахского национального университета. Она – постоянная участница крупных выставочных проектов. Ее работы вызывают восхищение зрителей и находятся в частных коллекциях по всему миру. Традиционно казахское искусство в руках художницы становится редкими и уникальными шедеврами декоративно-прикладного искусства и воспринимается как элементы орнамента или как символы, которые выражают некую идею. Иногда думаю, это я ли это сделала, какую-то работу? Потому что когда она сделана уже, и даже в процессе, даже вот в виде большой пушистой копны, когда делаешь ее, она просто одаривает тебя. Это наверняка больше работа тебя одаривает, чем ты ее, да? Потому что вот просто прикасаясь к вот этому воздушному пуху, и смотришь, как она видоизменяется, потом цветовые сочетания, все время приподнятое настроение. Думается, что благодаря вот Волоку, таким работам, Казахстан будет всегда узнаваем, потому что это наше все, и благодаря которому мы сегодня в мире вот, проецируемся как народ кочевой культуры. Но в новом третьем тысячелетии Когда я делаю выставку, а эта работа очень трудоемкая, приходится, пока не закончишь работу, и ночь, там не спать, там и несколько дней подряд не разгибаться. Это такой материал, и моя любовь, видимо, и она мне отвечает. Это взаимно. Картины, написанные на шелке. Это не орнаменты и наскальные рисунки. Мерцающий шелк, окрашенный яркими красками. Это не просто декоративные вещи, а самостоятельно живущие и дышащие произведения искусства. Утонченная красота материала помогает подчеркнуть изящество рисунка с изысканной цветовой гаммой. Существует поверье, что это не просто роспись по ткани. Творение считалось священным и служило оберегом.
Обратите внимание, почувствуйте, картины излучают позитивную энергию и свет. В каждой вещи есть душа. Каждая работа не перестает удивлять и пленять своим гармоничным изяществом. У батика есть такие технологические, материальные возможности, которые невозможно передать ни на бумаге, ни на холсте. Я их называю спецэффектами. Добавляешь любовь там, к пятну, к цвету, к линии. И вы знаете, получаются такие работы, о которых даже, может, и не думал. И обязательно шелк вносит туда благородство. Потому что вот это даже мерцание, блеск шелка невозможно передать ни в каком материале. То есть здесь, по сути, если я чувствую художником, вообще просто художником, у которого вместо холста, вместо кисти, например, для масляных красок, у меня в руках ткань. Художественная роспись ткани батик известна во всем мире. Родиной батика является Индия, Индонезия, Бали. Но такой способ распространился по всему миру. В 90-е годы пришел к нам в Казахстан, и группой Батини выставлялись несколько лет. Роспись на шелке есть несколько видов. Горячий, традиционный, или холодный, когда тоненько, как витраж, наносится линия. Батик – это такой мозаика на шелке. Сейчас на шелке выполняются и картины, и панно, и целая коллекция одежды. У нас каждый автор создает свой неповторимый узор, свою неповторимую композицию. Мы работаем на натуральных тканях. Это может быть и узбекский шелк, и китайский шелк, но натуральный шелк. Очень любим работать на крепдышине. Краска растекается, знаете, она вот ведет себя там как хочет и ведет себя очень хорошо, то есть красиво. Конечно, в батике я вот погружаюсь в цвет, погружаюсь в рисунок, в пятно, и плюс добавляем туда все эффекты вот батика ткани. А ведь эту ткань можно, знаете, вот я делаю заготовки, можно ее мять, можно придать какие-то складки, потом сверху брызгать краской. Эти краски совершенно где-то они всплывают на гребень этой складки, где-то они смешиваются с другой складкой внутри, там, под драпировочкой. И получается такие, когда открываешь, иногда просто поражаешься, как это не я, а это само собой каким-то образом получилось. Что мне нравится в батике, здесь же другой язык, здесь язык условный, обобщенный. И здесь мы говорим на декоративном языке, на языке символов, знаков, цветовых пятен. Цветовые пятна плещутся в работах ее учеников. Гульжанат Кабижанова – кандидат педагогических наук, доцент Казахского национального педагогического университета имени Абая. Работы ее учеников экспонируются на различных выставках. Возможно, это и есть времен связующая нить. Я стараюсь, знаете, вот не привить технические какие-то навыки, а развить чувство. Чувство цвета, чувство линии, чувство формата, даже чувство темы. Мы говорим, что я учу их, на самом деле я у них учусь. Это же, знаете, вот такой источник. Главное вот душу разбудить. Смотреть на созданные шедевры художницы все равно, что напиться из родника. Пробудить душу сквозь века и годы, промельк изумительных текеметов, сырмаков, изысканной одежды. Гульжанат Кабижанова, словно очарованный странник, ведет нас в путешествие по тому миру, который будет генетическое сознание,
и рождает все лучшее, человеческое. И это все мы возьмем с собой, чтобы никогда не забыть.